А такая ситуация вызывает очень много вопросов. Досмотрите это видео до конца, и вы узнаете о двойственной политике нашего правительства и какое страшное событие произошло с нашими соседями. Подписывайтесь на наши обновления и точно будете в курсе всего самого актуального. Торговый оборот между Таджикистаном и Афганистаном в январе-мае текущего года составил около 36,3 миллиона долларов, что почти на 30% больше, чем в этом же периоде 2021 года, отмечает статистическое ведомство Республики Таджикистан. Отмечается, что около 97% в общем объеме двустороннего товарооборота за 5 месяцев этого года составил экспорт таджикской продукции в Афганистан. Главной экспортной продукцией Таджикистана в Афганистан остается электроэнергия, которая составляет почти половину товарооборота двух стран. Также поставляются соседям цемент и некоторые виды продовольственных и сельскохозяйственных продуктов. Афганистан занимает 8-е среди стран импортером таджикской продукции. Напомним, талибы захватили Кабул в августе 2021 года и в кратчайшие сроки подчинили себе практически все провинции страны. В настоящий момент власть талибов не признана ни одним государством-членом ООН. Внешнеторговый оборот Таджикистана в январе-мае этого года составил более 2,7 миллиарда долларов, что на почти 4,5% больше по сравнению с этим же периодом 2021 года. Торговый баланс сложился отрицательный. Соотношение экспорта к импорту на более 1 миллиарда долларов меньше. В этом периоде Таджикистан имел торговые отношения с 99 странами мира. Главным торговым партнером республики остается Россия, двусторонний товарооборот с которым превысил 610 миллионов долларов. Также сравнительно большой объем товарооборота зафиксировано с Казахстаном 545 миллионов долларов, Китаем 550 миллионов долларов, Узбекистаном 212 миллионов долларов и Турция 150 миллионов долларов. Как вы относитесь к тому, что власть Таджикистана не признает правительство талибов, требует, чтобы они поменяли состав правительства, но при этом увеличивает с ними товарооборот? Свое мнение по поводу всего этого напишите нам, пожалуйста, в комментарии. Около 260 человек погибли, порядка 150 человек пострадали в результате землетрясения в провинции Пактика Афганистана. По предварительным данным, при землетрясении погибли по меньшей мере 255 человек. По данным телеканала Аль-Джазира, в результате подземных толчков оказались разрушены несколько домов. В настоящее время идут работы по извлечению тел из-под завалов. Как в свою очередь информировал афганский телеканал Толу Ньюс, землетрясение произошло минувшей ночью. Было разрушено несколько жилых домов. Согласно заявлениям местных властей, в настоящее время в зоне бедствия ведутся поисково-спасательные работы. Тем временем произошедшее в Афганистане землетрясение ощущалось и в соседнем Узбекистане. Об этом сообщает Республиканский центр сейсмопрогностического мониторинга МЧС Узбекистана. Отмечается, что на территории Узбекистана 22 июня в 1:55 по местному времени зафиксировали землетрясение с эпицентром в Афганистане. Расстояние от эпицентра до Ташкента 685 километров в юго-западном направлении. Сила подземных толчков на территории Узбекистана составила: Сурхандарьинская область 3 балла 281 километр, Кашкадарьинская область 2 балла 503 километра, Самаркандская область 2 балла 536 километров, Джизакская область 2 балла 567 километров. Данных о пострадавших и разрушениях в Узбекистане не поступало. Как вы относитесь к такой ситуации? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. У нас пока на этом все. Оцените наше видео подпиской и лайком. До скорой встречи.